ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 18:00, корпус Л УГТУ. Стартует всеобщий диктант на коми-языке. Ухта присоединяется к акции второй год подряд. В прошлом автором текста для диктанта стал народный поэт Владимир Тимин. На этот раз проверочную работу написала также личность творческая. Главный редактор сыктывкарского журнала «Арт» Галина Бутарева посвятила свои строки литературе и поэзии. Даже название текста переводится как «рождение поэзии». Слухи утверждают, текст сложный, особенно синтаксические конструкции. Однако документ в Ухте прочитал до начала диктанта только один человек – учитель коми-языка школы номер 3 Янина Облеснина. Именно ей доверили прочитать работу. В тексте очень много авторских слов, которые являются неологизмами. И то есть, если человек мало читает новую современную литературу, для него даже содержание текста будет сложным. По всем правилам диктанта текст читают 3 раза. Первый, чтобы понять общий смысл. Второй, по одному предложению, чтобы успели расставить все знаки препинания. И заключительный, для проверки. К тому же, в помощь участникам на доске выписали 5 слов, сложных для правописания. Написать диктант 19 февраля решились порядка 56 человек. Это учителя коми-языка, участники молодежных организаций и обычные горожане. В прошлом году я пробовала. Это настолько интересно сидеть за партой, писать диктант, да еще и списывать у соседа, будучи учителем коми-языка. Вспомнить, скажем так, детство. Это здорово. На диктант дается примерно час. Бланки с текстом помещаются номером, а не именем. Участникам разрешено сохранить анонимность. Проверять работы начнут вечером того же дня. В итоге результаты станут известны 20-21 февраля. Они появятся на странице общественного движения Коми-Войтер и страничке в социальных сетях. Тогда и станет понятно, кто как знает язык коренного народа республики. Добавим, в прошлом году в Ухте была всего 1 пятерка.